Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые слушатели, коллеги, дамы, господа. Спасибо большое, что нашли сегодня время, накануне праздничного дня. Всех поздравляю с праздником, с Днем Республики. Спасибо, взаимно. Вот. И для тех, у кого еще будет дальше время, я приглашаю на наш концерт в джаз-клубе. 9 часов будет еще наш концерт, проект «Прозгон», «Ворон» в Уфимском джаз-клубе, да, в 21:00. Мы тоже будем для вас выступать. Спасибо, если вы найдете время для этого. Будет, так сказать, еще одна благодарность. Я думаю, что совершенно не случайно такое большое напряжение вообще в обществе, связанное вот с нынешними датами, с началом октября, потому что разом накапливается, значит, большое количество событий. Да, большое количество событий. Во-первых, это годовщина поспешного отъезда прежнего руководителя республики Рустема Хамитова. Лучше, конечно, назвать его бегством, потому что для этого человека такие слова, как республика, Башкортостан, в общем, всегда были формальностью. Для него было это все. Никогда не было его, что прямо говорить, это не было его войной, это как бы не была его боль, какая-то забота. И поэтому, в общем, очень символично то, что, в общем-то, он позорно бежал именно в День Республики, 11 числа, потому что он не мог, естественно, понять, что он не мог выносить вот этот вот день. С одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно помним, кто постарше, как этот день был организован. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Вот. Но постепенно слово суверенитет стало исчезать. И сейчас это просто День Республики. Да, День Республики. Здесь еще раз мы видим вот такой момент, действительно, диалектики истории, когда сначала возникает некое явление, потом оно начинает под действием политики менять название. После того, как меняется название, исчезает и само явление. Да? Сначала исчезает понятие суверенности, потом возникает вопрос, а кто же, в общем-то, суверен? Да? Кто носитель, в общем-то, фактически всей власти? Да? Понятие суверенности, оно без понятия суверена не существует. Да? Кто является сувереном республики? Почему понятие государственного суверенитета, которое очень активно, лет 15, государственный суверенитет очень активно двигалось, так сказать, сверху вниз, и оно постоянно нагнеталось, суверенитет республики, действительно за счет вот этой позиции, что Башкортостан, как и Татарстан, как и Чечня, Тува и так далее, являются суверенными республиками в составе Российской Федерации, действительно благодаря этому долгое время удавалось действительно сделать очень большой прорыв и в строительство и жилья, и объектов социальных, и дорог, и очень многие вещи, которые советская власть бросила и 70 лет вообще не желала ими заниматься, совершенно кинула. Вот это все удалось разгрести, вот эти медвежьи углы, все-таки удалось как-то компенсировать вот это колоссальное отставание республики от соседних регионов, которые, так сказать, советская власть желала только извлекать, так сказать, природные богатство из нашего региона, так сказать, кидать, так сказать, чтобы сильно народ не возмущался, какой-то, так сказать, милостыню какую-то бросать, вот, мелочь какую-то, а извлекать нефть. И прекрасно мы все знаем, что из республики было извлечено за 50 лет столько нефти, гораздо больше, чем извлечено вообще в Арабских Эмиратах. Кто был в Арабских Эмиратах, знает уровень жизни этой страны. Да, и что мы видим сейчас. Я недавно был в Тюмени, я знаю, что там извлекается из одной Тюменской области столько, сколько извлекается во всех 6 Эмиратах. Да, но Тюмень — это город, в котором разбитые дороги, деревянные дома по-прежнему в центре. И спрашивается, а зачем вообще? Зачем извлекать столько нефти, калечить природу, если людям ничего? И здесь возникает самый главный вопрос. Кто тогда суверен? Вот это самый, так сказать, вопрос. То, когда власти республики, пришедшие на волне вот этой перестройки, демократизации в 1989 году, объявили позицию суверенной республики, огромная проблема и огромная ошибка, как я считаю, была в том, что, объявляя суверенитет республики, они не прояснили
и не объяснили, и даже не попытались объяснить действительно в том, кто является реально суверенным. То есть это все было очень формализовано. Невозможно говорить о суверенитете республики, если не говорить о трех вещах. Да? Я их называю вот это вот тройное содержание суверенитета. Да? Вот это часть вот той правоконсервативной стратегии башкирского народа, которую сейчас вот группа экспертов пытается выработать. Это очень сложно. Вы знаете, что на последнем Курултае Башкир, который закончился с очень большими скандалами, вообще все Курултаи заканчиваются скандалами, и чем будет их больше, тем больше будет скандалов. Это совершенно логично, потому что власть, к сожалению, там задают левые, марксисты. Вот, это люди, которые пытаются продолжать ту же самую вот эту левацкую свою политику, пытаются представить, что якобы существует некий единый башкирский народ. Вот, задача моей лекции доказать в том, что он далеко не един, а он состоит из нескольких групп, у которых совершенно разные интересы. Совершенно разные интересы. И во многом эти интересы противоположны. И во многом не просто противоположны, а они, к сожалению, трагически противоположны. И продолжение так сказать, существования вот этих разных групп, оно вообще разрывает как бы вот этот вот мир, башкирский мир. Я буду иногда отвлекаться, какие-то вот свои соображения о том, что понятно, что та стратегия развития башкирского народа меня, так сказать, помимо моего желания ВКБ, Всемирный Курултай Башкир, включил в число экспертов, я их совершенно об этом не просил, и по WhatsApp они меня присылали постоянно, вот полгода, так сказать, все свои стратегии и так далее. Я просто как бы не выходил и так периодически просматривал на сайте. Естественно, я отказался быть экспертом, отказался, так сказать, принимать оплату и так далее. То есть, я просто смотрел, что происходит. Да? Побеждает, к сожалению, и победила та стратегия, как бы я сказал, левая, так сказать, лево-марксистская, левацкая стратегия, которая говорит о том, что, конечно, будущее башкирского народа связано с технологиями. Да? Нужно увеличивать технологии, технологическое содержание, нужно строить инновационные производства, нужно повышать компьютерную грамотность и так далее. Вот это центр. Благодаря этому якобы, да, вот мы как народ очень сильно так сказать, модернизируемся, невероятно. И благодаря тому, что мы будем все у всех будут макинтоши, мы будем ходить с ними, произойдет цифровизация целого народа. Вот, и мы сохранимся. Я считаю, что это то есть, как бы большой проблемы в этом не вижу. Это, естественно, мертворожденное все. То есть это просто глупость откровенная. Стратегия народа, я считаю, что она должна быть именно правоцентричной. И она должна в первую очередь ставить вопрос не технологического отставания или технологического прогресса. Она должна ставить очень четко, жестко вопрос о том, кто, как я сказал, является сувереном. Поэтому концепция суверенитета, почему, с моей точки зрения, первая, да, как бы посылка моей лекции, почему она не сыграла, хотя 15 лет со стороны и Белого дома, со стороны администрации президента Рахимова, постоянно вот это вот суверенитет, она не сработала. Суть в том, что эта концепция была, естественно, людьми, все они были, естественно, в свое время и комсомольцами, членами партии, естественно, их мышление было глубоко, так сказать, марксистским, модернистским и, естественно, мертворожденным. Суверенитет возможен, да, с моей точки зрения, настоящий, который может существовать в будущем, абсолютно такой же, как он существует, скажем, в странах, благополучных тех странах, где у власти много лет находится, либо много лет находится, либо на короткое время уступает вместо левым, но все равно возвращается вправо. Это в первую очередь США, конечно, Англия, теперь Израиль. Да? На этот путь уже всходят арабские монархии, Саудовская Аравия, Иордания и так далее. То есть суверенитет, который состоит из трех составляющих частей. Не суверенитет республики, да, или не суверенитет государства, а суверенитет трех частей. Во-первых, это суверенитет личности. Первое, да, суверенитет личности. О том, что личность суверенна и право личности неотчуждаемо, никакое благо государства не стоит суверенности одного человека. Ничего. Это, так сказать, право государства. Когда начинает человек выламывать руки из-за того, что он живет в государстве, и уже из-за того, что он живет в государстве, которое заботится о бедных, слабых детях, пенсионерах и так далее, он уже рождается
в какой-то повинности. Да? Вот он уже родился, он уже виновен. Он уже должен, да, потому что, ну как же, государство же это, так сказать, обеспечивает всех благами, он уже, от него уже требуется жертва. Вот это первое главное место, где находится как бы вот это зло, да, зло лево-марксистской идеологии. Никакая субъектность, то есть человек как субъект, человек как суверенитет личности, не должен поддаваться власти государства. Потому что это государственная политика, это всегда демагогия. Всегда демагогия. Это всегда попытка уничтожить сильных ради блага слабых. Это всегда попытка искалечить сильных людей, сильную нацию или сильный этнос, превратить их в коллег и потом жалеть. И вот этим вот несчастным превратить их в коллег и инвалидов, и потом их выплачивать пенсию по инвалидности с удовольствием. Так ведет себя левацкая и, так сказать, все так сказать, левые режимы. И советский режим в том числе. Да. Это попытка физического уничтожения в 17-20-х годах. Естественно, она была не сразу, естественно, постепенно. Да. Мы можем взять, что вот именно те нации, которые целостно являются народами-борцами, это башкиры, чеченцы, казаки, да, нагайцы, допустим, северные русские жители вот всех северов, да, то есть планомерно уничтожались государства вплоть до того, что они теряли колоссально до 2/3 населения, да, то есть и русский север был уничтожен, и уральское казачество, и донское казачество, чеченцы за 20 век вообще трижды практически были уничтожены, то есть это и 44-й, за историю, да, сначала Кавказские войны, потом 44-й год, дальше калмыки, так далее, кавказцы, и вот войны 90-го года. То есть те народы, которые ни в коем случае не позволяют государству отчуждать свои права, ни в коем образом, которые готовы, так сказать, иметь некий вот этот рубеж обороны против государства в виде крепких семей, да, многодетных, в виде большой религиозности народа, как чеченцы, например, те же самые казаки, в виде, то есть это тот рубеж, который они не позволяют государству прорвать. То есть многодетные семьи, крепкие, отцовство, то есть уважение к отцу, уважение к вере своей, неважно, там, православие, ислам, там, и буддисты, там, калмыки. Вот этот рубеж, который они ни в коем случае не позволяют, это народы, так сказать, вот, государство, именно советское государство наносит по ним самый страшный удар. Да, то есть оно пытается создать из всех народов некий единый космополитический, так сказать, неких единых космополитических россиян таких слабых людей, которые бы во всем абсолютно зависели от государства, во всем были бы благодарны только государству. В разговорах о толерантности, о либерализме они бы уважали, должны под флагом уважения всех религий, естественно, мы живем в многонациональном, многорелигиозном обществе, под флагом уважения всех наций и религий, они бы были потеряли бы полностью свою и этническую идентичность, под знаком уважения всех религий они бы потеряли свою религиозность. Они молились бы одному только, да, они молились бы только культу государства, да, культу государства, культу Цезаря, так сказать, отца народов. Они поклонялись бы только государству. Вот суверенитет личности, без которого, это то, что стоит первое. Да? Это то, что, ну, например, в Америке всегда поддерживает республиканская партия. Это, естественно, право на оружие, потому что суверенитет народа защищается людьми. Никакая, так сказать, рабоче-крестьянская Красная Армия не защищает суверенитет и суверенность народа. Человек, у которого висит на стене винтовка, он защищает свою суверенность личности. Всегда. Вот. И, так сказать, вот, несмотря на очень тяжелые вещи и стрельбу в школах, не разрешает, большинство, так сказать, американской нации не отдает свое право на защиту, потому что нация защищает сама себя. То есть она не имеет права, нация не должна государству позволять свою защиту, не имеет права делегировать. Так сказать, винтовка на стене – это защита личности.
Вот. Солженицын об этом очень хорошо пишет в своем архипелаге ГУЛАГе, что сколько десятков миллионов людей, так сказать, открывали двери, и ни один даже, когда их увозили в ГУЛАГ, ни один даже не стал протестовать. То есть народ уже был до такой степени раздавлен, что даже не хватало сил на сопротивление. Да, понятно, что там, в Западной Европе, в США тем более, это было бы такие массовые репрессии невозможны. То есть первые же, так сказать, несколько сотен комиссаров, просто они просто застрелили на пороге, и все, и до свидания. Вот. То есть делегирование полномочий государству уничтожает суверенность личности. Второе, это суверенитет, то, на чем должна держаться, это суверенитет земли. Не республики, а именно суверенитет земли. Есть понятие земля народа. Земля башкирского народа не совпадает с территорией республики Башкортостан. Это понятно, да? Земля это то, что как бы существует помимо людей, существует до рождения человека, существует до рождения власти и будет существовать после рождения. Земля не принадлежит ни одному человеку, который на ней живет, и не должна принадлежать. Земля это то место, для охраны которого рождается человек. Человек должен охранять эту землю. Человек должен, если человек живет достойно и охраняет эту землю, он становится достойным того, чтобы быть упокоенным в этой земле. Почему вот это как бы основа высокого мифа народа, высокий миф народа, почему самые выдающиеся преступники, да, их лишают погребения. Единственный римский император, это император Аль-Габал, который принес в Рим вот эти мистерии кровавой оргии из Востока, который там переодевался в азиатских божеств, он был брошен, его тело после смерти было брошено в Тибр. Единственный император, он был лишен погребения. Да, потому что римский народ, как суверен, народ Рима и, так сказать, патриция, то есть отцы земли, лишили его недостойного погребения. То есть земля как бы отбросила его. Он был недостоин земли. В России, пожалуйста, Гришка Трепьев, да, Григорий Лжедмитрий, первый, известно, он был убит, потом заряжен пепел в орудие и выстрелен. Да, и выстрелен. То есть земля, он был, самое страшное наказание не смерть. Да, самое страшное наказание это то, что ему было отказано в погребении. То есть его дух оказался недостоин. То есть его социальное тело, да, не имело права. То есть, скажем так, его вот это вот сомопсихикон, как говорят греки древние, разделяли сомопсихикон и сомопневматикон. Да. То есть психическое тело и душевное тело. То есть его психическое тело оказалось виновным в таких страшных преступлениях, что его вот это душевное тело не было достойно погребения. Вот. Это суверенитет земли. Суверенитет земли, еще раз говорится о том, что ни в коем случае земля не должна передаваться в вечное, так сказать, использование, ни в коем случае. Разрешается только временное, потому что человек, народ, живущий на земле, является хранителем земли, а его задача не извлекать прибыль из земли, ни в коем случае, и не позволять никому извлекать из нее. Да? Он является хранителем земли, и каждый человек приходит сюда именно как хранитель земли и уходит. Так сказать, высшее достоинство человека – это иметь право быть захороненным в этой земле. И третье – это самый сложный вид суверенности – это суверенитет времени. Суверенитет времени – это вот очень жаль, что у нас сегодняшняя лекция происходит не в Ахмедзаки Валиди, не в библиотеке по определенным, так сказать, мотивам. Ну, я не буду об этом говорить. Там не удалось провести суверенитет. Вот Ахмедзаки Валиди – это человек, который абсолютно четко демонстрирует вот этот суверенитет времени. Когда была возможность учиться, он учился. Когда нужно было именно во времени, вот когда время потребовало от всех людей стать во главе государства, он стал во главе государства. И, так сказать, смирно. Когда время потребовало воевать, он воевал. Когда время потребовало эмигрировать, он ушел поднимать, так сказать, против большевиков в Среднюю Азию. Когда не удавалось уже воевать, почему он, так сказать, не спился, не покончил с собой, да, не исчез?
как субъект, да? Почему вот он продолжал? Не было возможности воевать физически, он воевал метафизически. Так сказать, он открыл ту самую рукопись, которая считалась подделкой, рукопись Ибн Фадлана, известная, да, уже за это одно, он уже достоин, ну, такой же, в принципе, это такое же имеет значение, как вот Генрих Шлиман открыл Трою, да, говорил, ой, Троя, это какие-то сказки, истории, какие-то бабушкины рассказы. А на самом деле открыли, да, уже этих Трой там очень много, на самом деле, да, или там вот Эванс открыл, например, там, на Крите дворец царя Миноса. Говорю, о, Минотавр это какая-то ерунда. Да? Чего подобного? Это открылось, это правда. И вот эти вещи они перевернули. То же самое, что Ахмед Заки Валиди открыл настоящую, действительно, этот список рукописей Ибн Фадлана, имеет такое же значение, как открытие Трои. То есть оно просто показало, что это все не байки. Это действительно так. И это имеет колоссальное значение для вечности. Еще нам предстоит через какое-то время понять, что собой представляет эта рукопись Ибн Фадлана, на самом деле о чем там говорится. Там говорится не только о том, что было, ну, что когда-то произошло, но и о том, что еще произойдет. То есть это вот, когда история, которая называется циклично, она завершит свой один огромный круг, эта ситуация повторится. Вот эта встреча, так сказать, агузов и русов, которая описывает, так сказать, то есть норманнов, северян и степняков, которые описывают на берегу Итиля, она повторится еще раз. Я в этом уверен абсолютно. Это будет еще раз. Вот эти три вида суверенитета, которые, как я сказал, что суверенность личности, то есть неотчуждаемых прав, которые человек ни в коем случае не имеет права передавать государству, суверенность земли, да, и суверенность времени, вот они, по сути дела, представляют собой основу вот этой правоцентристской концепции, которая действительно существует, допустим, как я сказал, в республиканской партии США. Это именно суверенитет времени, это самый сложный. Это просто человек должен понимать, что нужно делать именно сейчас. Это самое сложное. Что в один момент нужно, так сказать, идти и воевать, в другой момент, наоборот, нужно ни в коем случае не воевать и сидеть дома. То есть ну, на это не все способны, скажем, далеко не все. Но это именно самое сложное, что вот человек должен почувствовать в себя в этом времени, да, что время это не просто, так сказать, дни, которые сменяют тик-так, оборот года, оборот Солнца вокруг Земли. Время это порождающее смысл. Смыслы порождаются во времени. Исходя из знания истории своего народа, человек должен понимать, что сейчас нужно мобилизоваться. Именно сейчас. А вот сейчас, наоборот, нужно копить силы. Сущность этого суверенитета времени очень хорошо описывает вот книга пророка Соломона. Да? То есть есть время кидать камни, а есть время собирать камни. Не просто кидать камни, да, что за глупость, это ребенок раскинул. Именно бросаться камнями, то есть бросаться в других людей. Именно когда нужно защищать свое, то есть брать камни и защищать свое любой ценой. А есть время, когда наоборот не нужно ни в кого бросать, а собрать камни и делать наоборот, сделать для себя то. Вот это самое трудное, это самое, ну, практически невозможное место. Значит, что еще можно сказать по нашему времени? Да, год ушел с бегства, так сказать, Рустема Хамитова. Нарастает напряжение, естественно, целый год вот это напряжение, связанное с Сибайским карьером, с филармонией в Сибае. Вот это еще очень важный знак. То, что Сибайская филармония, преспокойно сгорев 4 года, оказалась никому вообще не нужна. Она никому не нужна. Стоит сгоревшее здание, великолепный памятник, история архитектуры. Коллектив разбежался, люди не ходят. Вот. Как только правозащитники начинают поднимать вопрос, почему сгорел, оказывается, уже давным-давно идут проектные работы. То есть пока вопрос не поднимался по филармонии Сибати, почему-то про проектные работы нет. Когда начинают интересоваться, где, кто именно отвечает за проект, то тоже информации нет. Понятно, что только под давлением что-то делается или не делается, или не решается. Еще один момент – это атака на национальные языки и трагические события, которые произошли в Удмуртии, связанные с самосожжением, связанные с самосожжением ученого, значит, Разина. Что касается
что это еще один знак того, что меня больше всего поразило, допустим, если кто видел об этом репортаж, меня больше всего поразило то, что когда человек сжигает себя, к нему окружающие не подбегают, чтобы быстрее там набросить на него свою одежду, затушить огонь, да, а люди начинают снимать это на телефоны. Да? Это говорит, это о чем? Да? Это не просто какая-то банальная ну, как бы бесчеловечность, да, или какое-то отчуждение. Нет. Это очень важный, тоже, опять же, знак времени. Да? Те, которые снимают это на телефоны, превращают это в перформанс. То есть не он сам превращает в перформанс. Я не могу себе представить, что человек превращает в суицид собственный, да, ну, в общем, уже пожилой сильный человек, как бы занимающий серьезные должности, которые, я понимаю, что стоит. Потому что мы все работы самобюджетной организации, мы понимаем, сколько человеку нужно, понимаем, перенести, чтобы стать на такой должности директора, там, фактически НИИ, да, это очень тяжелая карьера, которая очень трудно дается. Вот. Люди превращают это в перформанс. Не он сам, а его превращают как бы как некая перформативная акция, некая акция. И говорит о том, что мы стремительно, вот наш регион, стремительно попадая, так сказать, переваливается в следующий очень важный этап. Следующий очень важный этап – это вот то, как выдающийся французский философ, мыслитель Бодрияр, да, описывает это вот время симулякров. Да? То есть, что такое симулякр? Симулякр – это копия того, чего не существует. То есть, симулякр – это копия без отсутствия оригинала. Да? Очень долгая, очень сложная история вообще вот этого вот мимесиса, то есть подражание, которое идет с Платона и до платоновской, вот это 2500 лет вот этих вот адски тяжелых проблем подражания, что является собой искусство. Подражает ли оно действительно неким, как говорил Платон, как сказать, вневременным формам, является ли оно подражанием, которое реально вот, доступно нам, да, а оригинал нам недоступен, он божественен, он спускается с небес, и только вот доступном нам виде, вот, так сказать, искусство подражает этим формам, или наоборот, в неком подражании действительно показывается истина. Это очень сложный вопрос, но фактически мы понимаем сейчас, что вот общемировая вот эта тенденция, которая началась на Западе приблизительно 30 лет назад, она дошла до нас. Почему вот я попросил Айгуль именно любезно предоставить возможность прочесть вот этот цикл, годовой цикл лекций, где один раз в месяц будет как бы сообщаться некая лекция, и который начался месяц назад с анализа очень важной книги культуролога, выдающегося культуролога, медиевиста Эрнста Канторовича о двух телах короля, где на основании концепции об политическом теле и, так сказать, мистическом теле, о двух типах тела государя, которые сформируются в Средневековье, мы смогли увидеть, каким разным способом они сформировались в Англии, что привело к казни английского короля Карла, и промышленная революция, которая началась именно в Англии, и как оно, так сказать, привело к абсолютизму во Франции, что создало вот, так сказать, масонство, фактически якобинство, и все вот эти ужаснейшие вещи, так сказать, которые привели к, в общем-то, к советскому большевизму и марксизму, и к вот этим всем жутким вещам, которые очень страшно ударили именно по нашему народу. Мы вступаем сейчас наша республика, мы Башкортостан, башкиры как народ, как общность некая, якобы существующая, она вступает вот в этот мировой новый этап, совершенно новый, очень важно быстро его понять. Это этап вот этой вот симуляции, да, симуляции или имитации. Не существует никакой политики, вообще просто, да, идет игра в политику. Не существует экономику, идет игра в экономику. Нет сложностей. Любая сложность может быть опровергнута и существует, так сказать, в медийном пространстве. То, чего нет в медийном пространстве, нет вообще. Да? Ничего не существует. Бодрияр, у него есть такая провокативная статья,
он, значит, называется «Войны в заливе не было». Он описывает, значит, войну Ирака и США, которая состоялась в 90-е годы по освобождению Кувейта. И он говорит, что ничего этого не было. Это все просто тотальный обман. Это просто создание некой медийной реальности, которая была показана Западу для того, чтобы так сказать, только и увеличить ассигнование на оборону, да, увеличить количество военных бюрократов и так далее. Когда мы уверяли, что вы давайте езжайте туда, в Ирак, то есть в Кувейт, и посмотрите, что там действительно было. Он говорит, что даже если я туда поеду, там, в общем-то, уже остатков никаких не осталось, да, от этой войны. Где она, война? То есть она существует как медийная реальность. По сути дела, война осуществляет некий телевизионный сценарный план. Да? Сценаристы, которые создают искусственную реальность, передающуюся через вот эти экранные медиа, они стимулируют само зрение и слышание. То есть они создают некие, как я уже сказал, синхронные планы или сценарные планы или планы синхронизации. Да? Когда человеку не нужно очень много рассказывать, уже буквально по тону диктора человек понимает, это будет в плюс, говорится, или в минус. Будет идти критика, или наоборот будет идти восхваление. Человек просто синхронизируется с сообщением, но само сообщение абсолютно пустое. Да? Это пустота. И вот мы сейчас попадаем именно вот в такую ситуацию общемировую, где медийная реальность, которая существует, которая, говорится, как бы некая башкирская культурологическая реальность, где нам предлагается не только оценивать нынешний момент, но еще понимать все прошлое и вообще будущее. Мы как бы абсолютно как беспомощные дети попадаем в медийность, где нам говорится, что, вы знаете, вот вы такие. Да? Вот вы, башкиры, такие. Существует некий миф о башкирах, да? Благодаря которому реальные требования, реальные нужды именно народа, они размываются, они замалчиваются, они не фокусируются, расфокусируются наоборот, то есть как бы расплываются. Это, я называю, это не мой термин, я не помню, по-моему, Бодрияр рассказал, это называется астигматизм. Да? Древнегреческий философ Аристотель ввел такое понятие стигма. Да? Стигма — это точка, через которую проходит время. Вот. От этого происходит еще понятие стигматизации. Да? Стигматы, то есть вот рабу ставили некий на лоб или на другое место ставили раскаленным железом некий знак. Да, это означало, что он принадлежит хозяину. Вот это стигма. С другой стороны, мы все стигматизированы тоже, да? Пионерским детством, рассказом о жертвах, которые принес советский народ, пионеры-герои и так далее, что вы все, как вот помните свое детство, как вы вообще смеете двойки получать, когда тут комсомольцы с молодой гвардией пошли на такие жертвы, вы что тогда? Это тоже частный случай стигматизации. Да? Вот. А астигматизм — это заболевание зрения, да, которое очень многих сейчас все больше и больше, даже у детей уже фиксируется. Это размытость, невозможность сконцентрироваться на точке. То есть точка становится размытой. И вот этот астигматизм культуры, это одна из серьезных очень опасностей, которые не дают возможности людям, действительно, общественникам, людям неравнодушным своего народа, не только башкир, любых татар, русских, чеченцев, там, украинцев и так далее, евреев, они не дают возможность сконцентрировать все те вопросы, которые просто для них необходимы как для выживания, национального выживания. Речь идет уже фактически о выживании. Любой вопрос, который задает в том числе, так сказать, любой из общественников, в частности башкирских, например, вот в Проуфуд недавно было, скажем, очень сложно создать башкирскую группу, да, языковую группу в детском саде. Само по себе мы даже не понимаем этого абсурда. Мы живем в Башкортостане, но мы не можем создать башкирскую языковую группу. То есть вообще этот вопрос даже вообще ставиться не должен. Да, как бы, почему он должен ставиться? Я не понимаю. Мы живем не в Ирландии, не в Сингапуре. Понимаете, мы же не требуем невозможного. Да? То есть это естественно. Но дело в том, что это начинается сразу же превращаться в некий такую постмодернистскую игру. Нет, конечно, что вы, имеете полное право
идет отсылка, значит, на определенную статью в Конституции, но не хватает того, всего третьего, увеличивается доказательная база того, почему это нельзя сделать. Хотя мы все очень хотим это сделать, просто невероятно. РАНО хочет, невероятно, чтобы было башкирские языковые группы. Прям вот председатель РАНО не спит, не ест, изголодал, бедный. Вот мучается он, понимаете, как он хочет. Ну вот не может. Да? Про это мне всегда вспоминается, то есть увеличивается доказательная база, почему этого нельзя сделать. То есть это не делается, хотя это на самом деле не сложно. Гораздо больше тратится сил на то, чтобы объяснить, почему это нельзя сделать. Сейчас, но будет обязательно сделано когда-то. Вот, видимо, тогда, когда уже будет сделано, когда уже не будет уже вообще детей, желающих или родителей. И вот это напоминает мне тоже еще один термин, я не знаю, то ли это чей-то, может, я называется экономика изъятия. Да, изъятие. Экономика, чем больше денег вкладывается там, в те же самые нацпроекты, в языковой проект, тем больше становится нехватка этого. Да? То есть даже просто сказать, ну вы лучше не финансируйте, лучше не надо. Пусть как есть хотя бы. То есть чем больше внимания, мы сразу понимаем, что ага, ну точно ничего не будет. Да? Вот точно. Чем больше желания, так сказать, как только начинают говорить о том, что нужно уважать старшее поколение, ага, ну еще будут увеличивать пенсионный возраст, это понятно. Вот эта экономика изъятия, это прямая реальность вот этой медийной. Это прямое последствие медийной реальности. О том, что нам объясняют постоянно через экранные медиа, кто мы есть. Да? Вот вы вот такие, понимаете, вот вы башкиры такой народ. Постоянно поете, пляшете, понимаете, там, у вас сабантуи постоянно. Зачем вам Башнефть? Вы же артисты все. Вы же артисты все. Зачем вам вот эта мелочь, ерунда? Зачем вам собственность в республике? Ничего вам не надо. Пойте себе пляшите, мы лучше профинансируем, у вас фонограммы будут выше качеством. А это нет, это заводы вам не надо, ничего вам не надо. Вы же вот, видите, ваши же руководители вас, как, так сказать, позиционируют сами руководители республики, тот же самый Рустем Хамитов, это постоянное вот это безудержное веселье с утра до ночи. Это карнавал бесконечный. Вот. Что это такое? Да? Что это такое карнавал? Да? То есть любой человек, проведший в деревне детство, вот как я, например, да, понимает, что вообще сабантуй или праздники это настолько редкие вещи, настолько редкие, что человек живет в традиционном обществе, в общем, достаточно тяжело, у него очень тяжелый быт. Да, это дети, которые там, с раннего возраста тянут на себе огромную работу семейную, воспитывают младших братьев, сестер, то есть имеют колоссальную степень ответственности в больших многодетных семьях. Да? Откуда вот это вот празднество, с которым мы постоянно по телевизору, по радио видим, откуда вот эта карнавальная модель культуры? Да? Что это такое? Да почему вот ни с того ни с чего? Да? Что собой демонстрирует, вот вы возьмите любой национальный канал, там БСТ, там, и так далее, там Кура и так далее. Это будет постоянное такой, так сказать, невероятный карнавал. Если взять с точки зрения левой концепции, левой позиции, то это очень хорошо. Якобы сохраняется фольклор, хотя это не фольклор, это поп-культура, массовая культура. Да, массовая культура, которая не развивает традиционную культуру. И эта ситуация не только с башкирами, это ситуация и с русскими, и с украинцами, с чувашами, со всеми абсолютно. Это вот такая, так сказать, массовизация, массовая культура, которая подгоняет традиционное народное творчество, имеющая, безусловно, какую? Глубоко религиозную, ритуальную основу. Она его подгоняет под стандарты космополитические, мировые. Для чего? Для того, чтобы увеличить или повысить его товарную стоимость. Стоимость как товара. Да? Последние 30 лет вуз, где я работаю, Институт искусств, пединститут, практически полностью прекратил вообще фольклорные экспедиции. То есть, если раньше, когда я учился в Москве, консерватории, мы ездили, то есть Москва ездили записывать фольклорный гайбака в Челябинскую область, там Брянская и так далее. То есть Москва ездит по всей России, Уфа не ездит никуда. Когда, казалось бы, ты проедешь там 80 километров, еще есть островки, где есть реальный материальный быт и духовный, и культурный быт русских, чувашей, марийцев, там, казаков, староверов. Да? Это колоссальные все вещи. Это никому не нужно. Потому что эти вещи не имеют товарной стоимости.
их невозможно превратить в товар, их невозможно дать хорошую оболочку. Если превращаешь, там теряется самое главное, да, теряется сама традиционность. Поэтому берется, срезается верхний вид фольклора, традиционная песня, пляска бытовая, аулки, так сказать, такая деревенская, деревенские песни, такмаки. В башкирской традиции самое простое, самое примитивное. Озунки с его сложностью, мелизматикой, все упрощается, загоняется в простую структуру, так сказать, вот. И оно, и создается такая некое звуковое, очень комфортное для людей, приятное пространство. Да? Вот. Почему это становится частью мирового рынка культуры, почему это становится частью мирового шоу-бизнеса во всем мире? Да? Ведь он разрушает абсолютно традиционную культуру там, Таиланда, Бразилии, там, Фарерских островов, любых всех стран. Да? Вот великий мыслитель Теодор Адорно, великий философ, музыковед, вот у него есть гениальное прозрение. Он сказал, что массовая культура эксплуатирует не тягу человека к развлечениям. Нет. Человек не хочет до такой степени развлекаться, чтобы полностью вот эта комфортная звуковая среда заполняла жизнь. Нет. Человек Запада, человек современной космополитической цивилизации пытается заполнить пустоту в себе. Эту огромную, колоссальную пустоту. Он не готов идти к настоящему искусству, потому что поэтому его пустота станет для него просто невыносимой. Он боится настоящего искусства. Потому что он боится, настоящее искусство делает человеку, представляет человеку возможность встретиться с самим собой. Человек Запада, космополитический человек, где мы уже тоже, куда мы тоже вошли, мы боимся больше всего вот этой страшной встречи с самим собой. Что это экзистенциального, просто невыносимого вот этого вида в зеркало, где мы боимся увидеть, кто мы есть на самом деле, и боимся того, сможем ли мы дальше быть. Да? А так, как мы есть сейчас, мы, в общем, хотя и сложно, но мы все-таки чувствуем достаточно комфортно. Да? Большинству из нас вот эта космополитическая, так сказать, левая цивилизация дала те или иные возможности. Все-таки худо-бедно какая-то есть медицина, защита, крыша над головой, какие-то там и так далее. Все. Но эта встреча с самим собой, конечно, она будет ужасной. Это будет разрыв полный. Да, после этого человек должен будет перенести такие вещи, как вот, не знаю, как Лев Толстой, который там в конце жизни бежал, бросил все и бежал из дома. Да, то есть вот он просто, да, современная цивилизация ни в коем случае не может позволить, потому что каждый Лев Толстой, бежавший из дома, бросивший и понявший, что в своей жизни он не сделал ничего хорошего, для того, чтобы бежать и умереть, там, так сказать, забытым, потеряно, весь мир его искал, он там умер на станции Остапова, там где-то в грязной кровати. Вот. Это лишний потерянный человек, который приобретает вот эту товарную стоимость. Это лишний потребитель потерян. То есть цивилизация настолько товарная, крепко, цепко вцепляется в человека, что она не дает ему возможности никакой встретиться с самим собой. Только искусство, только настоящее искусство. Где найти настоящее искусство? Да? Где найти настоящее искусство? Если мы возьмем сейчас, сделаем обзор того, что делается из настоящего искусства республики, то мы увидим, к сожалению, что этого очень мало. Настоящего искусства. Более того, настоящее искусство сейчас все больше и больше сдвигается именно в сторону, как ни странно, не государственных, именно коммерческих. То есть я считаю, что, например, такие вещи, как Уфимский джаз-клуб, тот же самый арт-квадрат, облака, не государственные, для настоящего искусства, конечно, в республике делают гораздо больше, чем все эти щедро забрасываемыми деньгами оперный театр, там, Башгосфилармония. Это уже давным-давно перестало быть территориями искусства. Это просто по площадке по, так сказать, все эти громкие слова, Башгосфилармония, оперный театр, Башдрам, это всего лишь площадки, на которых тратятся финансы. Да? Министерство Министерство по освоению средств выделяем их на культуру. Да. Это площадки по освоению средств настоящего искусства, вот той вот невыносимой, ужасной, экзистенциальной встречи человека с самим собой, которую мы ждем от искусства, этого там нет. Уже давно нет. Да? Понятно, что им нужно освоить бюджет, понятно, что так далее. Но, извините, к искусству это не имеет никакого отношения. Мы им всем сочувствуем, всем этим актерам, певцам, так сказать, но, извините,
извините нас. Каким образом, каким образом выйти из этой ситуации? Каким образом выйти из этой ситуации? Несмотря на то, что вот эта вот мировая система экранных медиа, да, когда всем нациям говорится о том, какие вы есть. Эта ситуация в республике началась с 1940 года и выхода фильма «Салават Юлаев» с Арсланом Убаряковым. Вот это очень важный момент. Я все хочу, чтобы этот был доклад у нас, уже года 2 хочу про этот фильм, чтобы мы его обязательно посмотрели. Фильм Арслана Убарякова, с Арсланом Убаряковым «Салават Юлаев». Да? Очень важный фильм. Очень важный фильм. Если его очень тщательно проанализировать, можно понять, что происходило в следующие 70 лет и так далее. Именно в этом фильме, на который были мобилизованы самые мощные люди, действующие лица Мосфильма, это великий режиссер Протазанов, который еще до революции начал снимать, это Степан Злобин, прекрасный, великолепный сценарист, это лучший кинокомпозитор того времени Арам Хачатурян. То есть можете себе сказать, почему нет такого фильма ни про татар, ни про якутов, ни про казахов, да? Почему нет? Вот, хотя у них были свои, так сказать, социальные герои и так далее. Почему нет? Почему вот этот фильм уникален? Протазанов очень много снимал в Средней Азии, он там про Хаджуна Средин снимал. Но только один фильм Салават Юлаев, вот этот фильм 40-го года, я говорю даже не про оперу, а именно про этот фильм, он стал как бы очень важным моментом своего времени. Да? Это вот первый момент. Я просто всем говорю, что вы должны, считаю, обязательно этот фильм посмотреть, обязательно, и задать мне этот вопрос. Именно в этом фильме, как вот было впервые объяснено, была создана вот эта вот экранная реальность. Башкирам, народ, который еще к 1940 году, ну, практически весь находился в традиционном, он практически был не урбанизирован, очень мало башкир жило в городах в 1940 году. Он фактически только после Великой Отечественной войны, когда огромные массы мужчин так сказать, сбили из разных наций, были сбиты вместе в Красной Армии, и потом уже они вернулись в деревню. То есть они, европейские взгляды проникли в башкирскую деревню. То есть к 1940 году башкирский народ был практически полностью в традиционном своем, вот именно в том важном смысле, каким вот мы и понимаем, каким и должна быть нация. То есть нация, которая имела в себе вот эта очень важная часть. Это именно благодаря вот этому традиционной культуре нация создает вещи, нация создает те вещи, которые вечные вещи, именно в традиционном. Когда нация становится частью космополитического мира, то, естественно, нарастает то, что нация быстро пытается распродать, то ценное, оно превращает его в товарный объект. Каждому товарному объекту назначается цена. Вот за это столько, а за это чуть побольше. А вот за это мало. А вот это дороже всего, давайте. Вот это самое дорогое мы будем продавать. У нас быстро оценивается. К 1940 году. Это был именно вот тот фильм, где башкирам объяснили, кто они есть. Да? В чем задача башкир? Бедные башкиры и бедные русские против богатых башкир и богатых русских. Башкиры, так сказать, степняки и русские с заводов против фанатичных мул и русских помещиков. Вот эта модель интерпретации мира, да, она была внедрена. Она попала, и вот это кино, которое прокатали тогда 40-е, 50-е, 60-е годы на сотнях установок через всю республику прокатали, оно сформировало современное состояние башкирской культуры. Именно через образ Салавата Юлаева, который потом тиражировался через статуи, через фильмы, через хоккейную команду и так далее. То есть целой нации было внушено. То есть была создана фактически, как в 1919 году была создана Советская Республика, БАССР, мы празднуем столетие БАССР, да, не Башкортостан, а именно автономной, советской и к тому же социалистической республики. То есть была создана новая нация, да, нация модерна, то есть башкирская советская нация. В страшных войнах гражданской войны, в страшном голоде 21 года башкиры, как я говорю, потеряли, Солженицын написал, башкиры потеряли до 60% своей нации.
То есть таких потерь мир практически не знает. Может только майя и ацтеки, которые вот когда-то были там в 16-17 веке уничтожены испанцами. То есть такие колоссальные потери. То есть 2/3 нации погибло. А остальные оказались в таком отчаянном, тяжелом ситуации, что просто они бы тоже были бы уничтожены. И если бы им просто очень спешно не пришлось изменить свой облик мира. То есть они очень быстро изменили свое понимание внешнего мира. Мы не можем их за это ругать, да? Мы не можем их за это обвинять, но просто нужно это знать. Была создана новая нация, совершенно новая нация, которая, культура которой изменилась. Культура, которая изменилась. И вот то, что мы видим, постоянные вот эти песни-пляски, да, с точки зрения левой идеи мы думаем, да, это песни-пляски, это развитие фольклора, национальная идентичность, да, с одной стороны. Но, с моей точки зрения, это совсем другое. Это эстетизированное, да, выражающее через искусство поклонение государству. Да, это идолопоклонство, фактически. Это то, что как бы нации внушили, что действительно башкирский фольклор, костюм, образ жизни, он сложился как традиционный, действительно очень изумительным, красивым. Он сложился как некая эстетическая как бы форма, да, как образец очень высокого искусства, которое само родилось. Да? Но благодаря вот этому колоссальному давлению государства башкирский костюм, башкирский танец, башкирская песня, башкирский язык была насильственным путем, насильно, помимо воли народа, она была превращена вот именно вот как часть культа, да, поклонения государству. Это как в Древнем Египте, да, как вот фараон, он же был богом, все остальные поклонялись ему. И вот это поклонение, вот это самая ужасная вещь, да, которая, я считаю, произошла с нашим народом. Не те потери огромные, которые были, а именно то, что башкир как народ, который никогда не в 17, 16, 18, 19, даже 20 веке не всегда защищал суверенность свою, да, то есть, как я с чего начал, да, то есть очень крепко держал оборону, независимость человека, крепкая семья, многодетная, большая религиозность, уважение к отцовству. Да, это именно отцовство как принцип, да, вот то, что вот слово отца это последнее. Именно очень крепко держал оборону против вот этой цивилизации, которая именно это, я считаю, вот это самое страшное, то, что произошло с нашим народом. То есть нация превратилась в так сказать, нации была внедрена модель, благодаря которой она как бы интерпретирует самих себя, как танцоров и певцов, как тех, кто неустанно восхваляет мудрость партии, правительства, как тех, которые готов вообще ко всему, поддержать все, абсолютно так далее. Это, вот это самое страшное, я считаю, что именно это является главной опасностью. Не отсутствие, даже не отсутствие или сложность с открытием детских языковых групп. Даже не, это все результаты. То, что невозможно открыть языковые башкирские группы в саду, то, что массово молодежь башкирская переходит на русский язык, то, что башкирский язык благодаря вот тому, что делается на телевидении, принижается, то есть эти все песни и клипы это самый нижний подзаборный слой лексики, что высокая литературная норма с большим количеством, естественно, религиозных, арабоязычных и персидских лексем, то есть лексики, она становится уделом только либо религиоведов, либо специалистов, либо филологов. То есть телевидение и радио транслируют самый вот этот вот низменный уровень именно лексики башкирской. Да? Практически, если еще 30 лет назад, ну минимум 10 композиторов, 10-12 могли писать на башкирском языке вокальные циклы, оперы, оратории, циклы романсов, то есть могли через музыку, через искусство транслировать высокую норму башкирской лексики. Сейчас это один человек, да, вот Урал Джумаев. Один человек, один композитор молодой, только именно может музыкально
дать эту высокую норму, то есть создать цикл романсов. Не песни, так сказать, воспевающие счастливое настоящее, так сказать, не попсу с набором там, в 1000 слов, да, всего, а вот именно высокая норма речи. То есть норма, какая является для цивилизованного искусства, для искусства западного. То есть вот эта ситуация, да, я ее называю эстетизированное поклонение. Когда результат это того, что, естественно, это результат советской политики, которая пыталась создать государство, знаменитая вот эта идея, государство как произведение искусства. И в коммунизме большевистском левом и в левом национал-социализме немецком вот эта идея государства как произведение искусства была очень важной. Нужно было создать человека, который бы был равен государству, и без всякого сопротивления он принимал те посылки, которые ему дает власть. Если это невозможно, как я сказал еще, что это 20-е годы, когда были в большом количестве повреждены вот, нации, которые отказывались поклониться вот этой необоримой воле Советского Союза, вот этой колоссальной воле государства, которое в 20-е, в 30-е годы просто уничтожает человека полностью, которому ничто не может противостоять. Вот это эстетизация политики, превращение политики в искусство и превращение в экранную реальность уже после Второй мировой войны. Вот это стало колоссальным ударом именно по башкирской традиционной культуре. Я хочу процитировать вот эту концепцию эстетизации политики, эту цитату, очень известная цитата. Великий немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер, любимый дирижер Гитлера и действительно один из величайших дирижеров 20 века. Вот есть и знаменитое письмо Йозефа Геббельса, шефа пропаганды нацистской Германии, от 11 апреля 1933 года, где Геббельс пишет, что политика это тоже искусство, возможно даже самое возвышенное и объемное из всех существующих. И мы, политики, чувствуем себя художниками, которым доверили высокую ответственность партии сформировать из грубой массы полновесный и устойчивый образ народа. Миссия искусства и художника не просто в том, чтобы объединять. Она в долге творить, придавать форму, уничтожать больное и открывать дорогу здоровому. Именно в искусстве масса становится братством, новым народом. Вот это понятие, вот эта вот точка зрения, она была такой же у большевиков, у нацистов, фактически это два варианта, так сказать, левого движения, либо космополитического советского, либо ультранационалистического немецкого, национал-социалистского. Да, если кто-то считает, что нацизм это часть правого движения, это ложь. Да, нацисты уничтожили большинство правых или изолировали большинство правых мыслителей, философов, таких как Шпенглер, таких как вот Канторович. Вот. Это тоже левое движение, просто другой вариант. И та политика, которая, для названия которой есть отдельный термин, он называется национал-эстетизм. Да? Вот этот национал-эстетизм прошел катком именно по башкирской культуре. Национал-эстетизм. Попытка создать, превратить башкира как человека, как который я сказал, в традиционном, абсолютно не имел никаких отношений с государством российским, да, абсолютно. То есть он жил в своем традиционном обществе, он творил, как я сказал, что это одна из наиболее, так сказать, религиозных и одна из наиболее наций в мире, которая именно направлена на отцовство, традиционные правые, традиционные ценности, превратить его в такую вечно пляшущую, танцующую, улыбающуюся массу. Да, это такой постоянный сабантуй. Без страшного труда, все остальные 365 дней в году, сабантуй, который идет 366 дней в году. Да? Для этого у власти есть все. Вот эти две
эти две концепции, национал-эстетизм, то есть превратить башкира в произведение искусства, и заставить его поклоняться еще большему произведению искусства, то есть государству, не репрессировать человека, да, не пугать его насилием, а наоборот, овладеть человеком через то, что он сам поклонится государству. Государство — это главный вот такой идол, которому человек должен поклониться по доброй воле. Не через насилие, не через террор, но именно сам должен человек признать вот эту силу, необоримую мощь, непобедимость государства. Человек должен, так сказать, поклониться вот этому, так сказать, государству как высшей степени, наивысшей степени искусства. Вот. Каким образом Европа, да, пришла вот к такому состоянию? Каким образом Европа смогла создать такие огромные, подавляющие целые народы, целый, значит, мир человечества, такие концепции, такие модели культурные, огромные? Значит, это связано с тремя очень важными датами. С вашего позволения, я вот сейчас их запишу, для того, чтобы продолжить как бы вот эту вот правоконсервативную концепцию. Эти даты, они показывают совсем другую линейность. Если левое, тому, чему нас учили, левое движение имеет свою хронологию, историю человечества, да, то правое имеет совершенно свою. Значит, если левое базируется на том, что значит, сначала было восстание против абсолютизма, потом Великая Французская революция, потом Маркс, потом Французская Парижская коммуна и так далее, то правоконсервативно держится на совсем другую хронологию. Это в первую очередь 1775-1785 годы. Вот это первая важная дата. Значит, 1775-85, вот это десятилетие, очень важное, когда создается концепция. Во-первых, с точки зрения нашего региона, это очень важное время. Это окончание восстания Салавата Юлаева, окончание крестьянской войны. К этому времени заканчиваются восстание казаков, восстание башкир, восстание нагаев на Кубани. Вот. К этому времени уже нет таких великих, огромных потрясений, огромных войн. Да? То есть Российская империя побеждает вот эти малые народы, вот, и готовится уже к завоеванию Кавказа. Вот, то есть как бы последнего оплота именно традиционности, традиционных ценностей. То есть вот эта степная часть, уральская степная часть, она становится покоренной с нашей стороны. 1775-1785. В 1784 году немецкий священник Зольнер или Цольнер в 1784 году публикует маленькую статью, которая называется «Что есть просвещение?». Что есть просвещение? Где он задает вопрос, Зольнер или Цольнер, он спрашивает, вот все говорят, что такое просвещение, да, это очень важная тема, но что значит просвещать? Особенно в наше время, когда пишет вот этот берлинский священник Цольнер, что значит просвещение в наше время, когда распущенность, как он пишет, настолько распространяется, что вместо того, чтобы преследовать и наказывать пороки, к нам пришла французская манера говорить об отвратительных пороках с улыбкой, и почти никакой обычай нашего германского отечества уже не в состоянии выдержать натиск французского шутовства. Вот это французischen Alfanzereien. Да? Что есть просвещение? С одной стороны, просвещение несет освобождение, с другой стороны, оно несет свободу свободу в том числе и в пороке человеческом. Да? Почему просвещение такая неоднозначная? Спрашивает, это простой священник, от которого осталось только вот это маленький вопрос. Да? Цольнер, о нем практически ничего не известно. И о нем, но
на этот вопрос было задано очень, отвечено несколько таких очень важных вещей. В частности, эссе к вопросу, что значит просвещать, который написал выдающийся, интересно, еврейского происхождения немецкий философ Моисей Мендельсон, кстати, дедушка композитора Феликса Мендельсона, и Иммануил Кант. Да, Иммануил Кант – это основной, в общем-то, главный мыслитель, человек, который, в общем, создал европейское право-консервативное мышление. Это оплот консерватизма, Иммануил Кант. Ответ на вопрос, что такое просвещение. Кант говорит очень четко, ясно и понятно. Кант говорит так, что просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетнего, в котором человек находится по своей вине. Просвещение, значит, что такое несовершеннолетие человека? Большинство людей, как и в то время, больше 250 лет назад практически, так и сейчас, всегда было и будет находиться под управлением своих опекунов. Обераусзихтен, это тот, кто надзирает. Да? Человек, как говорит Кант, это существо, которое очень любит находиться под надзором. Если он остается без надзора, он сам ищет себе надзор. Он сам пытается найти себе того, кто будет им командовать. Человечество. И вот Кант здесь ставит важнейший вопрос, который 250 лет продолжает волновать и будет волновать еще очень долго. Кант пишет, что нет никакого сейчас, пишет 250 лет назад, оправдания человеку, который находится в состоянии своего несовершеннолетия. Его не может. Если раньше, как Кант понимает, что дело дехристианизации в Германии уже становится, и во Франции уже становится очень важным, уже начинается постхристианская фактически эпоха в конце 18 века, Гегель напишет в 1702 году: Бог мертв. Ницше повторит это спустя 80 лет. Все, боги нас покинули, боги мертвы. Люди остались одни, люди-сироты. И когда Кант говорит, что люди, вы уже сироты, вас не спасут ваши боги. Все, боги вас покинули. Либо вы останетесь в своем ребяческом, оглупленном состоянии, dumm gemacht haben, да? Или вы перейдете к будущему, совершеннолетнему состоянию. Это ваша вина в том, что вы находитесь в ребяческом состоянии, говорит Иммануил Кант. Но, знаете, если все человечество, с другой стороны, перейдет от ребяческого к взрослому состоянию, то история человечества закончится. Это будет конец. В истории не будет никакой необходимости. История завершится. И вот Кант, 250 лет назад, Иммануил Кант, он показывает вот то, что началось в новое время. Вот это абсолютно трагический момент. Либо человечество останется детьми, над которыми всегда будет власть, которая, что бы то ни было, готова будет отдать власти свою суверенность. Да? Большинство, Кант показывает нас ставит нас перед этим страшным трагическим примером. Он показывает нам то, что, к сожалению, человек вот очень слабое существо. Да? Что когда Бог создал Адама, Он дал Адаму право, власть имен. То есть Адам называл горы, земли, животных своими именами. Да? Это право человека. Даже это право просили у Бога ангелы, да, это право просили у Бога джинны, чтобы называть на земле это именами. Да? Но Аллах Всевышний, несмотря на то, что джинны и ангелы возмущались и говорили, как ты мог наделить такое слабое существо правом давать имена, да, и Аллах Всевышний сказал: я знаю то, чего вы не знаете. Пусть человек слаб сейчас, но через эту власть имен он вас превзойдет. Хотя в Коране очень четко об этом сказано, что через это, в общем, и пал, так сказать, Иблис. Он и пал через это. Хотя по апокрифическим мусульманским знаниям есть одна из версий о том, что как раз именно Иблис, или как его называют сатана, по-иудейски сатана это просто противник. Да? Просто противник, тот, кто противостоит. Он был именно тем джинном, да, который как раз распространял единобожие. Именно ему было доверено среди других ангелов распространять единобожие. Но в силу этого доверия он возгордился.
да, и отказался поклониться человеку, потому что, как он сказал, я создан из огня, а это слабое существо, созданное из земли, из глины. Адам — это в переводе с иудейского красная глина. Да? Как я могу, существо, созданное из огня, фактически, которое имеет огромный вот этот космократор, как говорят древние греки, власть, владыка космоса, да, поклониться вот этому слабому существу, который, понятно, срок жизни, который уничтожен. Вот. И Аллах Всевышний говорит ему, что поступай как знаешь, да, но знай, что в конце ты окажешься потерпевшим убыток. Да? Вот это колоссальная трагедия. Адаму было даровано право дать имена всему. Да? И Кант показывает, еще раз подтверждает то, что человек — это слабое существо. И человек при малейшей опасности отдает это право. Он отдает право государству, он отдает свою суверенность, да, ради вот этой вот похлебки, так сказать, чашка похлебки, какая-то минимальная безопасность, все, он готов отказаться от самого главного, да, от права быть, вот, как говорят мусульмане, то есть наиб, то есть быть наместником Всевышнего на земле, он его делегирует, ему это не надо, он выбирает миску похлебки, понимаете, вот, дайте, как говорил Достоевский, пусть мир пропадет, зато мне каждый день чай пить, вот чай пить. Вот. И Кант вот показывает этот трагический, страшнейший императив. Что есть, либо человечество останется, то есть оно отдаст свое вот это первородство Адама, власть над именами, вот, в углубленном состоянии, или оно сможет сделать скачок. Но если оно сделает скачок, то история закончится. Истории не будет. История закончится вот этот эон. Мы понимаем, что, к сожалению, человечество не смогло сделать этот скачок. Да, в историческом огромном масштабе. И уже вот 250 лет человечество бродит по кругу. То есть в лице своих определенных представителей, лучших представителей нации, которые делают вот этот вот скачок, которые пытаются призвать людей к совершеннолетию, да, каким будет этот скачок, если все человечество сможет выйти из своего вот этого детства, никто не знает. Мы знаем только то, что история человечества закончится. Вот как она закончится, мы не знаем. Мы сейчас по-прежнему живем в истории просвещения, вот эти 250 лет. К каждому из нас обращено, к каждому абсолютно, вот этот нравственный императив Канта. Каждый из нас должен понять, он в ребяческом состоянии, думгемахт, детском, да, или все-таки мы совершеннолетний, каждый из нас человек. Второй, главный момент. Просвещение дало колоссальные возможности для человека. Удлинилась человеческая жизнь. Да? По сравнению с 1775 годом мы стали минимум жить на 30 лет дольше. Да? То есть 40 до 80-70 лет. То есть очень сильно удлинилась жизнь, время человека, здоровье. Человеку стали доступны очень многие вещи, путешествия и так далее. Но просвещенность человека, если она не имеет нравственного императива, она становится, так сказать, человеку во вред. Если человек только просвещен, но имеет колоссальное развивающееся параллельно росту знания о мире, огромное знание о мире, о макромире, о космосе, о микромире, о, так сказать, квантах, но мы видим, что нравственное преображение человека не движется такими же темпами, и оно вообще перестало двигаться. То есть, опять же, имея колоссальный рост знаний о макромире и микромире, мы не имеем такого же роста человечности. Совершенно наоборот. Да? То есть, мы не смогли наладить синхронность. Мы знаем очень много. Да, очень много знаем и все больше и больше будем знать. Да, но самое главное, мы остаемся все равно беспомощными. Мы все равно завязли вот в этом вот круге, который 250 лет, он крутится. Мы не можем вырваться из этого детского состояния. Да? И в великих книгах религиозных это, между прочим, тоже было описано. И в Коране, кстати, говорится, я не очень точно помню, но близко скажу текст, что сколько бы вы ни знаете, но попробуйте продлить свою жизнь хотя бы на 1 минуту, если вы можете. Вы не сможете этого сделать. Хотя бы на 1 минуту продлите свою жизнь. Вы никогда не сделаете это. Поэтому, сколько бы вы ни знали, ваше знание, в общем, условно, оно вас касается до определенной степени. Кант, третий момент, очень важный. Вот за 6 лет до французской революции, когда нужно было уничтожить целых 2 сословия, уничтожить
Первое сословие аристократическое, второе сословие религиозное. И дать всю власть третьему сословию, когда Европа дошла до, Франция дошла до просто невероятной низости в деле уничтожения аристократов, священников, монахов и их семей, детей. Вот. Кант за 6 лет, понимая об этом, пишет, что Кант полностью отвергает идею революции как технического момента. И Кант говорит о том, что принцип власти, давать власть народу или не давать власть народу, совершенно не зависит от народа. И говорит, что главное – это требование революции в образе мышления. Revolution der Denkungsart. Если произойдет революция в умах всех людей, то тогда никакой необходимости в революции во власти не будет. Революция должна снимать те противоречия, улучшать жизнь людей. Но улучшить жизнь людей могут только сами люди. Причем каждый человек для себя, а не одни для других. Или эти для этих, или эти для... Каждый человек должен сам для себя улучшить свою жизнь. Когда он сам для себя сможет улучшить свою жизнь, то тогда он сможет улучшить ее для другого. Если он не способен для себя улучшить свою жизнь, что он может сделать для другого? Ничего. Следующий. И вот этот момент появляется новая личность, да? Новая личность. Европейский человек модерна. Вот мы тоже европейские люди модерна. Мы освободились от власти суверена. У нас, опять я возвращаюсь, да, у нас нет понятия суверенитета республики. Может быть, это правильно. Может быть, то, что мы говорили о суверенитете республики Башкортостан, это слово сейчас не модным. Но, наверное, действительно невозможен суверенитет республики без суверенности человека. Если человек не чувствует себя суверенным, если человек не готов защищать свои права ежечасно, если человек не понимает, что государство это то, что каждую секунду пытается уничтожить его свободу, человек должен противостоять государству любой ценой, противостоять власти. Человек не должен, так сказать, человек не должен впадать в ситуацию идолопоклонства по отношению к власти, подобно тому, как это было в Древнем Египте или в Древнем Риме, да, когда вот эти огромные языческие деспотии азиатские, и Рим, который превратился в азиатскую деспотию, когда якобы римский народ считался сувереном, да, а власть принадлежала, в общем, фактически олигархии. Да, олигархии, то есть власти ростовщиков, власти менял, власти торговцев. И монетизация вот этого суверенитета, превращение его в товарную стоимость, привело вот ко всем этим ужасным вещам, которые мы знаем об, так сказать, поздних временах Римской империи, когда когда театр, практически были уничтожены театр, не ставилась древнегреческая трагедия, но наоборот, людей волновала именно, людей возбуждала, так сказать, сексуально возбуждала смерть гладиатора на арене. Да? То есть это места именно вот возбуждения, это и места, так сказать, необходимые вот эти огромные арены. Что это такое? Кто такие гладиаторы? Гладиаторы это преступники против государства. Их не просто уничтожают, как убивают там в газовых камерах в 20 веке или в ГУЛАГе. Их уничтожают эстетизированно, их заставляют сражаться друг с другом. Создают вот эту красоту смерти. Гладиатор это государственный преступник. И вот эти языческие деспотии, они наладили вот эту систему эстетизирования, вот этой красоты, уничтожения преступников против государства. Государство не просто уничтожает тех, кто посягнул его, оно это делает красиво. А мало того, мы очень плохо понимаем эстетику римскую. Вот очень важно это понимать. Есть прекрасная работа «Эллинистическая римская эстетика» великого русского философа Алексея Федоровича Лосева, вот, где он показывает, насколько ужасным может быть власть вот этой огромной империи, абсолютно равнодушной к личности человека, которая полностью уничтожила суверенность личности. То есть вот само вот это гладиаторство, это означает то, что гладиатор это преступник, вот что важно. Гладиатор это преступник против государства. Но он уничтожается, не просто красиво уничтожается, их заставляют биться друг с другом. Это значит, что гладиаторы, это каждый из них по отдельности преступник. Нет некоего
братство гладиаторов, которое бы могло хотя бы немножко у людей людям люди бы какое-то сочувствие к ним сказали, вот эти гладиаторы, они преступники, но ведь это банда, это братство какое-то, дружина и так далее. Нет, гладиаторы заставляют биться друг с другом, чтобы показать, что это не просто преступники, это еще те, которые не способны на братство. Видите, они убивают друг друга. Поэтому вот эта вот невероятная мощь государства, это невыразимое, это то, что именно уничтожает своих врагов изящно, красиво, кроваво и очень сексуально. Вот что главное вот этой римской эстетики, римской эллинистической эстетики. Второй важный момент. Это 1883 год. Фридрих Ницше в своем Заратустре, как говорил Заратустра, начинает с того, что, Заратустра говорит, Бог умер. Все, он умер. И поэтому самый главный вопрос. Смерть Бога. Гегель еще раньше, как я уже повторил, сказал, что боги умерли в 1802 году. Бог умирает как ценность, как высшая ценность, как тот, кто судит, будет судить, и уже заранее одних осуждает. Ницше, сын и внук протестантского пастора, говорит о том, что Бог умер. В том году и Маркс умер. 83-го? Да. Может быть. Ницше говорит, почему так важна вот эта дата, смерть Бога, да? Почему она важна так? Ницше говорит, что же реально, вот этот феномен смерти Бога очень хорошо проанализирован у Хайдеггера в его работе. Есть работа, эссе очень большое на русском языке, оно есть 1943 года. Слова Ницше «Бог мертв». Да? Он пишет о том, что смерть Бога не означает уничтожение ценностей. Да? Просто Бог как ценность исчезает, и на его место встают другие ценности. Да? Другие ценности. Но если умирает Бог как тот, кто создает ценности, тогда ценности автоматически становятся низменными. Низменные ценности это то, что встает на месте Бога. Человек начинает поклоняться тем ценностям, которые он ставит на место Бога. В первую очередь, конечно, что Ницше предвидел с тоской, с катастрофой эти огромные тоталитарные колоссальные государства. Нацистскую Германию, Советский Союз, как действительно великий мыслитель, говорит о том, что когда люди уничтожат Бога, они же ведь не уничтожат божественное, да? Они просто придадут божественное другому состоянию. Это, в общем-то, нигилизм. Да, нигилизм. Что такое нигилизм? Нигилизм это сама власть. Людям сама власть становится на место божественного. Не Бог делегирует власть государю, да, о чем я в прошлый раз говорил, месяц назад, когда вы тоже приходили. Не Бог дает право государю править от имени Бога. Да? Государь это рука, наместник Бога, или как папа, наместник Бога на земле. Он правит не своей волей. Он не может. Выше государя закон, божественный закон, божественное право. Нет. Человек становится на место Бога, и поэтому, возникает эта фигура вождя, отца народа в Советском Союзе, в Китае, как Мао Цзэдун, да, великий кормчий, das Führer, Führer это водитель, вождь и так далее. Он не от имени Бога является государем, так как это было раньше в Средневековье. Он апеллирует к чему? К народу, да? То есть именно в этот момент завершается этот великий цикл. Опять Европа оказывается отброшена к временам этих великих деспотий Древнего Египта, Древнего Рима. Да, когда демагогически император, тот же Цезарь, он ведь правил от имени народа и сената Рима. Да? Понятно, что сенат и народ, сенат был, каждый день дрожал, потому что любого сенатора могли уничтожить физически в последние годы Римской империи. Сенаторов с ними и с их женами и детьми делали самые страшные вещи, и Калигула, и Нерон. А народ все это очень радовался, потому что народ видел, когда сенаторов, людей, которые избирали от их имени, якобы, то есть процедура выборов там была тоже уже фактически сфальсифицированной, когда голоса покупались,
Тогда голоса покупались народу. То есть Рим жил, поздний Рим, распад империи, жил приблизительно так же, как вот сейчас живет Европа. Да? Как Европа, где любой голос, или ты человек, который владеешь имуществом, и ты ответственный человек, так сказать, даешь работу другим, у тебя такой голос. И человек, который, так сказать, вчерашний мигрант, ты получил право, так сказать, на жительство, вот, так сказать, ни ты, ни твои предки не жили на этой земле, у тебя такой же голос. Понимаете? И эти голоса просто в Древнем Риме покупались. Калигула, император, дал права выбора всем жителям Римской империи. Всем. Если до этого римское избирательное право, так сказать, это было, нужно было его заслужить, нужно было либо в армии воевать, да, либо обладать высоким имущественным цензом, либо быть потомственным гражданином, что хотя бы дед твой, прадед проливали кровь за республику, то теперь все абсолютно народы, благодаря эдикту Калигулы, получили право выбирать. Да. Эти голоса скупались массово, так сказать, плутократами, то есть плутократ, да, это слово здесь. Плутос — это бог богатства. Плутократ — это тот, кто властью богатства решает свои политические цели. Голоса массово скупались, сенаторы стали, так сказать, олигархами, они не представляли, так сказать, демагогия победила, и народ, о чем горестно пишут последние вот философы, Сенека, Цицерон, да, народ продает свою суверенность за деньги. На что? Потому что в Риме можно было жить не работая. Так же, как на Западе сейчас, в Англии, в основном во Франции, в Германии, можно быть просто несколько поколений профессиональных безработных. У него дед был безработным, отец безработный. Это воловой внутренний продукт такой большой, что семья может поколениями не работать. Да, и с детьми, а тем более, если у них несколько детей, они просто не будут работать. Это, так сказать, космополиты, которые продают свои голоса с удовольствием, да, продают свою суверенность. И вот этот удар судьбы, Бог умирает именно в Германии, да? Пишет Ницше, ведь написал это не в Финляндии, да, не в Таиланде, именно в Германии. И Бог умирает в Германии, вот этот вот, он показан колоссальную, ужасную правду, вот это, да, о том, что вот эта правда, она совершенно разрушительна. Огромные массы человечества начинают переживать смерть Бога как право на насилие. То есть народ голосует за диктаторов, потому что диктатор делает то, на что сам народ не способен. Народ, немецкий народ, советский народ, немецкий народ при Гитлере, советский народ вынужден, собственно, вот этот, как Ницше говорит, ресантиман, вот эту вот завистливую, эту зависть, это обида на богатых, обида на талантливых, обида на сильных, обида на тех, кто не готов согнуться, прогнуться. Народ делегирует это право вождю. Вождь делает это за массы. Массы всего лишь один раз в несколько лет голосуют за вождя, и этим голосованием они отдают ему право на насилие. Да? Вот это огромная тоска, которую Ницше предчувствовал и показал. И вот эта смерть Бога 150 лет назад, которая потрясла, конечно, Германию, которая дала две вот эти огромные мировые войны, которые Германия начала как агрессор, из-за которой она была очень жестоко, страшно наказана. Я вчера прочитал, есть такой сайт очень хороший, Кольта.ру, немецкая интеллектуал Аусман, она написала, что немцам предстоит продумать свою идентичность заново. То есть, вот, если она пишет, что это есть немецкая вина. Да, немцы, если хотят продолжать быть честными людьми, они должны отказаться от себя. Вот, и еще раз придумать самих себя. Еще раз придумать немцев. Это страшная плата. Это огромная плата за то, что они... За что? За что эта плата? Да? За идолопоклонство. За то, что они поклонились идолу государства. Они, так сказать, как фараону. Да, Гитлеру как фараону. Недаром вот в этом плане вот это противостояние человека и
власти вот этого фараона очень хорошо показан анализ в Коране. Вот по сравнению с Библией, допустим, Ветхим Заветом, в Коране огромную часть указывает именно вот это противоборство пророка Моисея и фараона. Да? Ведь мы очень плохо понимаем, что такое Древний Египет. В Древнем Египте фараон был не просто как бы богом на земле, да? Он сознательно, власть фараона, она была сознательно террористической. Только фараон мог жить хорошо. И он говорил, что только фараон имел право наслаждаться жизнью. То есть любой министр, действительно была власть жрецов, она была в определенном смысле оппозицией фараону и так далее. Но фараон именно был носителем не только власти через армию, но и божественного права, как Бог. То есть жрецы не могли так противостоять ему, как я месяц назад говорил, как допустим, Папа Римский противостоял германским императорам там, в Средневековье в Иране. Да, когда как бы германские императоры не воевали, ни один из них не решался просто захватить папу, там, казнить его или в плен взять и так далее. То есть, как бы они понимали, что папа правит от имени Бога, от имени Иисуса Христа. Вот. А фараон, и вот это противоборство пророка Моисея и фараона, вот это очень важный как бы момент, который я считаю, что все должны изучать, неважно, мусульмане, там, христиане, иудеи, буддисты. Это очень важный момент, который показывает, каким может быть, каким была и каким будет обязательно противостояние человека и вот это, так сказать, человека-бога, фараона, который имел абсолютную власть и который мог наказать любого человека. И вот это очень важно понять, то, что пророк Моисей показывает, что Бог совершенно не хочет того, чтобы одни люди совершали насилие над другими. Да? Совершенно не нужно. Все блага, то есть фараон даровал благо. Дело в том, что фараон разрешал сажать пшеницу, там, рис и так далее. Если фараон запрещал, он мог просто запретить это своим правом, легитимностью. Но право запретить жить народу Египта. И никто бы его, он был вправе. То есть был бы голод страшный и так далее. Он мог казнить любого абсолютно. То есть именно в этом смысле вот это противостояние очень подробно описано в Коране. Говорит о том, что Моисей смог настоять и смог показать. И вот почему пророки, да, кто такие пророки? Это те, которые постоянно защищают божественное право. Это вечная борьба, которая, в общем, всегда длилась и будет длиться еще тысячелетия, пока будет длиться жизнь человека. Это те, которые говорят от имени божественного права и всегда бросают вызов, да, царям, государям, всегда бросают вызов власти. Но фараон, именно очень важно, то, что это вот будущее, как бы символ того сверхгосударства и сверхлидера, которым сначала пытался быть Гитлер, а потом Сталин. Это люди, которые... В общем, Гитлер пытался, а Сталин действительно овладел атомным оружием, которые хотели стать единоличным владыкой вообще всего обитаемого мира. Для чего? Для того, чтобы сказать нет. Именно вот с этой лицемерной, ужасной, абсолютно левацкой, так сказать, идеей. Для того, чтобы принести счастье людям. Но счастье в том смысле, как они его понимают. Счастье с их точки зрения, да? Чтобы заставить человека отказаться от первородства, заставить сынов потом Адама отказаться от права давать имена. Что такое дать имя? Потому что каждый человек, любой из нас может дать некое имя. Имя своему ребенку, имя своей книге, своей картине и так далее. Вот эта власть давать имена, это самое важное. Это есть часть божественного права. Да, часть божественного права, человек, который реализует это право. Человек является, вот как говорят, наибом, то есть наместником, да, наместником Бога на земле через право даровать имена. И государство пытается отнять у нас это право всегда, и всегда будет поднимать. Я уже предварительно заканчиваю, чтобы дать возможность задать вопросы. Конец, смерть Бога заставляет человека. Кто такие Гитлер и Сталин, да, с точки зрения правоконсервативной тенденции? С точки зрения левой консервативной, с левой, так сказать, марксистской, понятно. С точки зрения права. Кто такие Гитлер, Сталин, все вот эти тоталитарные руководители режимов 20 века, 19 века? Это люди, вставшие на путь титанизма. Да? Кто такие? Это титаны. Кто такие титаны? Титаны – это существа, которые были созданы и дерзнули, они
когда-то на заре времен они бросили вызов богам в силу своей мощности. Да? Титаны — это мощь, это дети Земли. Сама Земля рождает титанов, как своих детей, именно в войне против богов. Земля рождает титанов, как своих детей. Титаны находятся в Земле. Древнегреческий миф очень четко показан. На заре времен боги, то есть существа, которые пытаются на Земле реализовать космическое, вот это божественное право, они встречают перед собой этих огромных могучих противников, титанов. Часть титанов, в том числе Прометей, встает на сторону богов и людей. Но боги не могут победить титанов, потому что титаны, с одной стороны, во-первых, они бессмертны, с другой стороны, они пользуются вот этой силой Земли. И крупнейшие европейские правоконсервативные мыслители, такие как, вот, как я сказал, Мартин Хайдеггер, Эрнст Юнгер, современно очень интересный мыслитель Петр Козловский, они видят о том, что, они говорят о том, что техника, мировая техника, в это время мировой техники, это и есть сила титанов. На новый виток выходит то самое, о чем императив, о чем говорил Иммануил Кант. Просвещение дало человеку колоссальные возможности. Оно открыло человека. Именно во Франции, например, да, во времена Ягобинской Франции, было сделано огромное количество открытий технических. Да. Именно Наполеон очень модернизировал быстро свою армию, благодаря чему и захватил огромную часть Европы. Да. Баллистика, артиллерия. Все это во Франции было невероятно очень быстро развито. Были созданы военные академии, вот эти вот, по сравнению с Россией или Германией, которые были достаточно отсталые технически в то время. Франция была очень передовой. Кто такой титан, говорит Петр Козловский, Эрнст Юнгер. Кто такой титан, говорит Мартин Хайдеггер. Это существо, которое овладело силой техники. Чем питаются, чем кормятся титаны? Да? Я говорю иносказательно, потому что в данном случае власть титанов это не физическое, а как бы вот метафизическое измерение вот этой войны, вечной войны, которая идет между божественным правом, да, и силой, грубой силой, силой земли, грубой силой. Бог умер. Что встает на место Бога? Техника. Человеческая техника. Она становится компенсацией. Человек технически, мы можем даже сами за последние 30 лет, мы видим, что из того времени мы технически стали настолько развиты, да, то есть такое количество компьютеров и телефонов, которые есть у нас, человек не заметил сам, как стал рабом техники. Но техника может предложить человеку только одну стратегию. Это стратегия постоянного упрощения мира. Постоянное упрощение. Техника становится оператором вот этого несовершеннолетия человеку, о котором говорил Кант. Человеку нет смысла теперь отбросить свое вот это ребячество, да, и стать совершеннолетним. Человеку можно оставаться быть несовершеннолетним. Для него есть техника. Все абсолютно. Она человека обеспечивает всем, она его убаюкает в этой колыбельке своего несовершеннолетия. И говорит ему, зачем требования кантовские, зачем выходить? Ведь так хорошо, прекрасно, комфортно. Ну, говорит, дорогой человек, вот тебе все. Вот тебе вот компьютеры, айподы, гаджеты. Скоро будет техника, я думаю, еще на более высоком уровне и так далее. Он говорит, ну, зачем тебе это надо? Только вот тебе все, вот и жизнь будет человеческая продлеваться, я думаю, что еще больше. Ну ты только вот отдай вот одну вещь, да, вот свою суверенность человеческую. Вот это право Адама называть имена. Ну зачем тебе оно? Это же такая морока. Да, вот преклонись перед властью государства. Ну, вот перед этим идолом, поклонись идолу государства. Это же зато тебе взамен вот, техническое обеспечение, продленная жизнь, здоровье хорошее и так далее. Вот что такое техника, да? Что такое после смерти Бога? Это вот мировая воля, воля Земли. Земля подпитывает вот этот титанизм. Чем? Нефтью, углем, ураном. Да, Земля пытается, Земля постоянно дает, подпитывает вот эту технику. Техника питается силой Земли. Но на заре когда-то ни титаны не могут победить богов, да?
и боги не могут победить титанов. Потому что титаны бессмертны, могучи. Вот. Боги могут, так сказать, обращаться в божественное право человека. Когда-то на заре времен часть титанов, такие как Прометей, перешла на сторону богов, и только с помощью людей, то, что люди поддержали богов в какой-то очень важный момент времени, благодаря этому власть титанов была сломлена. Титаны были замурованы и до сих пор находятся в глубине земли. Да, вот нефть, вот этот вот уран, уголь. Зевс же хотел уничтожить людей, а Прометей помог людям. Да, То да. есть титаны на стороне людей против Да, богов, правильно? да. Они человека искушают. Титаны искушают человека. Они сейчас предлагают ему, предлагают отказаться от вот этого выбора, который всегда человеку предъявляли пророки, от самых первых пророков, Адам, потому что Адам это первый пророк, Моисея, Иакова, Иисуса Христа, Мухаммада. Человеку предлагают титанизм, вот эта власть техники, власть земли. Они говорят, что зачем тебе этот выбор? Не нужно тебе это. Вот тебе предлагается комфорт, целостность. Мы тебе возвращаем с помощью вот этой искусственной медийной реальности. Ты забудешь, тебе не нужно это будет. Ты всегда... Земля все больше и больше окутана техническими средствами, спутниками и так далее. Это... У фараона, а в эпоху фараона спутников же не было, фараон был? Фараон был единственной властью, единственный легитимный закон. Потому что он был и Богом, и человеком одновременно. Ему ничто не могло противостоять. Я сейчас договорю. Может, и правда перейдем к вопросам? Да. Я сейчас договорю. Значит, что предлагают титаны? Я уже заканчиваю. Титаны предлагают человечеству вернуться в золотой век. В тот век до пророков, когда якобы было все хорошо, и тут пришли вот пророки, и они, то есть вернуться в состояние до истории. Если Кант говорит нам, что вот эти все мучения всего человечества, всех народов, 250 лет, представляете, возможно прекратить только одним способом. Если все человечество покинет свое несовершеннолетие, то тогда история кончится. Титанизм предлагает человек, говорит, тоже закончить историю. Но отказаться от этого выбора. Просто отказаться и сказать, что да, у нас не получилось выйти из состояния совершенно. Да, мы ничтожны, мы существа, мы люди, вот такие ничтожные существа. Мы отказываемся от власти, от права Адама, мы ничего не называем, мы отказываемся от творчества, мы отказываемся от этой вот невыносимой, мучающей нас, ненужной абсолютно вот этой встречи человека с самим собой. Ничего не надо. Мы хотим остаться детьми. Да, государство будет делать с нами все, что хочет, ну пусть делает. Но оно будет же с кем-то другим делать, не со мной лично, а с кем-то другим. Человеческое смысл истории состоит в том, что на чью сторону сейчас встанет человек. Это очень важно. Или он, как когда-то на заре времен, встанет на сторону божественного права и союз с богами, сможет все-таки сделать этот рывок, тогда история закончится. Он сможет сделать этот рывок, и Земля будет побеждена. Земля будет побеждена, и человечество станет совсем другой цивилизацией, которая не будет нуждаться ни в уране, ни в нефти. Человечеству не будут нужны вот ни содовые вот эти моря, которые уничтожают нашу экологию. Вот этот прорыв, который был вчера, да, Рамилята написал, не будет это нужно. Человечеству не будет нужна техника как таковая. Власть титанов будет сломлена. Они будут навсегда замурованы в глубине земли. Да, человечество сможет покинуть землю, и так сказать, благодаря власти союза с богами человечество не будет себя уничтожать природу. Это возможно будет только тогда, когда человечество сможет с божественной властью наконец понять. То есть никакая цифровизация экономики, никакая, так сказать, стратегия будущего башкирского народа не поможет. Никакое техническое, так сказать, о чем многие ребята и хорошие ребята писали в стратегии, это все бесполезно. Все это будет означать всего лишь вялый, такой трудный титанизм, союз с титанами. Последнее заканчиваю. Хочу сказать, что вот 1775 год – это время окончания сплошных башкирских восстаний. Как субъект, скажем так, как объект истории башкиры появились достаточно давно, еще вот
как бы и в источниках Ибн Фадлана, и даже раньше, как объект истории, которых изучали, о которых писали географы, да, это объект. Но как субъект истории башкиры появились достаточно недавно. В результате борьбы с заводами, да, постоянное нападение на заводы. Заводы, которые строили на Урале промышленники, башкиры, которые захватывали земли, которые захватывали лучшие земли, которые не давали доступ к воде. Башкиры протестовали против заводов, да, но людей, именно русских, украинцев, так сказать, людей крепостных, бежавших с заводов, они принимали к себе. Да, поэтому такое большое количество среди башкир людей, у которых есть явно славянский генотип. То есть они их принимали. Они воевали не против русских, а именно против заводов. И вот это не просто какая-то борьба. Да? Сейчас мы видим вот эти колоссальные... Почему нет такого колоссального экологического противостояния, например, в Казани, в Татарстане? Почему нет? Почему нет такого колоссальной вот этой борьбы экологической, допустим, не знаю, в Бурятии, в Туве, до такой степени напряженной, да? Но она есть именно на русском севере, на, так сказать, местах, где вот живут казаки, на Дону, и вот здесь среди башкир. Потому что это, как я сказал уже, это борьба не физическая, это борьба метафизическая. Это борьба как бы божественного права и власти техники, власти заводов. Или мы сможем, вот эта борьба против заводов, против титанизма, против того, что извлекает, что Земля для того, чтобы кормить и подпитывать мощь титанов, все больше и больше извлекает вглубь, так сказать, находится, уничтожает традиционные места обитания башкир, это Зауралье. Для чего это делается? Для того, чтобы кормить, усиливать силу титанов, чтобы воевать против божественного права. Если не произойдет именно нравственного духовного преображения, понимание этого, это значит, что новый этап вот этой кровавой схватки башкир и заводов еще впереди. То есть сейчас мы, так сказать, либо мы должны будем усиливать свою субъектность, как народ, субъектность. Не объектность. Народ лундиты, что ли? Нет, субъектность как народ. Да. Я сейчас договорю даже. В принципе, я закончу. Я считаю, что то гармоничное, традиционная та традиционная жизнь, которую башкиры имели в связи с природой, и против уничтожения той жизни они начали бороться с заводами, я считаю, что эта жизнь может существовать. Но это будет, правда, в рамках совсем другой биологической цивилизации. Да? Не титанической, а именно биологической. Цивилизации, в которой должна людей привести в гармонию с другими людьми и с природой. Да? То есть вот так она может существовать. Так мы можем запретить уничтожать нашу землю. То есть это именно должно быть биологической, биоорганической цивилизацией. Иначе, так сказать, нас ждут еще более, так сказать, серьезные и очень страшные события. Спасибо.